Здравствуйте, я нахожусь в Финно-Угорском этнокультурном парке. Это многофункциональный туристический комплекс, особенностью которого является культурное наследие 24 самодийных народов. Деятельность этнопарка охватывает все виды туризма. Его объекты и турпродукты предназначены для познавательного, рекреационного, развивающего и развлекательного времяпровождения, длящегося от нескольких часов до нескольких дней. Любое мероприятие этнопарка – это погружение в природу и традиционную культуру финно-угорских и самодийных народов. Этнокомпонент является отличительной чертой деятельности парка и инструментом мягкого, интерактивного обучения и популяризации культуры финно-угорских и самодийных народов. Этнопарк создавался и развивался с 2010 по 2012 год в рамках целевой программы Республики Коми. Он находится в селе Иб на расстоянии 60 километров от Сыктывкара в сторону Кирова. В парке построены и действуют 16 объектов основной и вспомогательной инфраструктуры. Конгресс-холл, гостиница, кафе, коми-подворье, административное здание, площадки для проведения мероприятий и другие. Посетителям ежедневно предлагаются более 20 познавательно-развлекательных, спортивных, обучающих программ. Мастера и мастерицы финно-угорского этнопарка научат вас печь ржаные шанишки, изготавливать музыкальные инструменты из борщевика, делать тряпичные куклы-обереги и изделия из лыка. Этнопарк порадует ассортиментом и тех, кто предпочитает активный отдых. Уникальный и первый в Республике Коми веревочный парк Вёрсатуй с детским, семейным и экстремальным маршрутами. Площадка повелителей Пармы, саамский футбол, подвижная игра в рыбу, лыжные походы, ватрушки и коньки. Одним словом, скучать не придется. В этнопарке найдется место для компаний разной величины. Если вы выбираетесь в выходной на природу с друзьями, рассмотрите вариант размещения в отапливаемых беседках.
Хотите провести уединенный уикенд с любимым человеком вдалеке от шумного города? Бронируйте номер в гостинице «Финно-Угорье». Наметили шумное торжество? Приглашайте своих гостей в белоснежный шатер, в один из залов конгресс-холла или кафе «Финно-Угорье». В этнопарке проводят различные мастер-классы. Один из них – мастер-класс по приготовлению коми-шаниг. И можно научиться печь вкусные ржаные шанишки, которые стали гастрономическим символом Республики Коми. Также проводятся мастер-классы «Рюдвуш-пас», «Вепская кукла», «Чибо» – лыковый конь, «Карельская рванка», «Десятиручка», «Пряничная мастерская» и много-много других. Также на территории этнопарка проживает дружелюбный лось по кличке Макс. Его всегда можно покормить различными угощениями. Дай лосю яблочко. Вот так вот, подожди, вот так вот положи. На, протягивай. Все заказывай. Подожди, мне надо тебя снять. Мы снимаем спокойствие. На, держи. Кормили. Че кислые такие принес? Ты чё? А, ты что, яблочко не хочешь? Или невкусные такие принес? Вот так, да, вот так вот. Как... это вкусно, да? Держишь мне фотик? Как давай? Держишь мне фотик? Конечно. Можешь? Да эти год, он просто... Ты что, он реально? Не хочет, смотри. Да он видел, видел. здоровый кусок. Че молодец? Слушай, смотри, а у меня что, реально есть Так рука? я тебе говорю, потому что ты вот околебался. Молодец, под собой. Неподалеку от туристического комплекса расположено село Иб с самой большой протяженностью и самым коротким названием. Среди достопримечательностей Иб – Чудское городище и Шайнаякский могильник, относящийся к периоду Великого переселения, а также так называемый Юрский парк Каргорт. Выходы на поверхность суши отложений юрской эпохи, в которых и по сей день находят кости реликтовых животных – ихтиозавров и плевиозавров. Знаешь, что ты чё делал? Да? Шестерочку, шачком. Святые источники, подземный город и останки динозавров – далеко не полный перечень местных достопримечательностей. Иб так и переводится дословно с языка коми – возвышенность. Поселение с таким необычным названием объединяет 13 деревенек, разбросанных по 7 холмам, и располагается в 55 километрах южнее Сыктывкара, на левобережье речки Сысовы. В рамках экскурсии или самим на своем личном автотранспорте, доехав до села Иб, можно посетить Свято-Вознесенский храм и Серафимовский женский монастырь.
Об окрестностях села Иб рассказывают много загадочно-мистических историй, связанных с прежними обитателями этих мест – чудскими племенами. Берегут жители села и свои святые источники. Из 16 известных в позапрошлом веке их осталось 9. В большинстве из них вода целебная, избавляет от кожных хворей, детских болезней и заболеваний глаз. Возле некоторых родников устроены купальни. Желающих поближе познакомиться с бытом сельской глубинки ждет гостеприимная хозяйка коми-подворья, которая расскажет об устройстве своего жилища, разрешит вдоволь поваляться на сеновале, откроет секреты выпекания коми-шанежек, научит игре на национальных музыкальных инструментах и поведает секреты использования целебных трав –